В эфире канала «Новый век» выпуск новостей, в студии Чинчика Шпукол. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. От дождя не укрыться и дома. Жители многоэтажки по улице Лапсанчапа вынуждены мокнуть в собственных квартирах. Урожай под угрозой. В Туве борются с саранчевыми вредителями. Со взрослыми разговор, с детьми познавательная игра. О правилах дорожного движения сотрудники ГИБДД напомнили военным и их детям. Об этом и не только, подробнее. В нашу редакцию обратились жильцы дома номер 40 по улице Лапсанчапа. По их словам, когда на улице сильный дождь, в их доме настоящий водопад. Каждый раз кровля протекает. Многочисленные заявления и просьбы собственников сделать ремонт крыши остаются без ответа. Наша съемочная группа побывала на месте и пыталась разобраться в проблеме. Электрический ток искрится, протекает кровля. Про испорченные стены недавнего косметического ремонта и говорить не приходится, сетуют жильцы. Здесь речь идет уже о безопасности жителей дома номер 40 по улице Лапсанчапа. Чечен Мады, активист подъезда, с середины 90-х не может добиться ремонта кровли. В 2008 году писали коллективное заявление в ЖЭУ-4. Затем мэру Кызыла. Далее обращение жильцов было в адрес ЖЭУ Ангарский. Все время ежегодно я страдаю. Вот заявление подготовила, сейчас могу даже обратиться в суд, Росздравнадзор, не здравнадзор, а Роспотребнадзор. Поэтому уже все терпение у меня иссякло. Вот все заявления комплект подготовила, могу подать в суд, если не отреагирует руководство ЖЭУ Ангарский. По данным Фонда капитального ремонта, последний ремонт осуществлялся в 1988 году. По линии данного ведомства для того, чтобы сделать ремонт, нужно накопить около 900 тысяч рублей. На данный момент собрана половина суммы, поэтому на ремонт в ближайшее время можно и не рассчитывать. При актуализации региональной программы капитального ремонта в 2017 году внесены дополнения в части сроков проведения капитального ремонта крыши, а именно в 2030 году. Установка приборов учета в 2024 году, подвалы инженерных систем вместе с крышей в 2030, ремонт фасада в 2037 году и ремонт фундамента в 2041 году. Программа фонда капремонта рассчитана на 30 лет, но если износ общего имущества многоквартирного дома большой и есть угроза безопасности жизни и здоровью граждан, срок выполнения работ сдвинется на более близкую дату. По линии программы реформирования ЖКХ условия другие. Часть суммы выделяется с федерального бюджета, часть местного, а часть оплачивают сами собственники многоквартирного дома. Вот сейчас спускаемся 4-й этаж, вот 4-й этаж тоже с 5-го этажа капает. Вот это только один раз дождь идет. Это постоянно у нас, как только снег начинает таять, вот это проблема. Сезон дождей – постоянная проблема. Капитальный ремонт инженерных сетей, замена кровли, ремонт фасада в этом году выполнять в 16 домах на сумму более 27 миллионов рублей. Это Кызыл, Агдовырак, Шаганар, Ховаксы. Жители Лапсанчапа 40 могут провести собрание с участием ЖЭУ Ангарский, составить акт обследования и тем самым ускорить выполнение ремонта. Но если управляющая компания откажется что-либо делать, необходимо написать жалобу в жилищную инспекцию республики. Подробности можно узнать по телефону 56801. Диана Баембукс-Буянаюн, РС Ховалы, телекомпания «Новый век». Сразу несколько районов Тувы переживают нашествие саранчи. Прожорливые насекомые уже перебираются на зерновые поля. А это угроза будущему урожаю. Правительством Тувы утвержден план уничтожения очагов распространения саранчевых вредителей. В 4 районах республики уже ведется химическая обработка. Подробнее в следующем сюжете. Аномально для Тувы жаркое начало лета радовало жителей республики недолго. Жара без осадков – рай для саранчевых вредителей. Такая погода привела к активации личинок насекомого, которые вот-вот начнут уничтожать сельскохозяйственные посевы. Кроме того, жители западных районов республики столкнулись с осадками в виде саранчи. Sergi jakman bu ayında işte. Ana bütün trasa. Sergi. Korkunç şeydir ana.
За последние 2 года саранчевых вредителей стало вдвое больше, говорят специалисты регионального Россельхозцентра. Одной из причин роста саранчи – недоработка самих земледельцев, потому как самый простой способ избавиться от вредителей – вспахивание земель перед заморозками. Насекомые уходят в спячку под землю. Таким образом, после вспахивания уже спящие насекомые не смогут забраться обратно. Всего по республике обследовано 56 тысяч гектаров. Заселенная площадь составляет 23 тысячи гектаров со средней численностью 8 экземпляров на метр квадрат. Но выше экономического порога вредителя в Кызыльском районе наблюдалось, и в Тангдынском районе, Чедикхольском районе, Пихемском районе и Кахемском районе. А экономический порог вредителя то на 1 квадратном метре 10 и 15 личинок. Больше 15 нужно уже провести химические обработки. По словам специалистов, личинки в настоящее время находятся в фазе 1-3 возраста и только начали перемещение из мест их рождения – природных пастбищ и сенокосных угодий. Спаривание где-то день, недельку 10, да, а потом уже самка пойдет уже откладывать яйца, кубышки. Сейчас уже в нескольких районах Тувы проводится химическая обработка, и с этим делом нельзя откладывать, говорят специалисты. Саранчевые вредители развиваются намного быстрее, и первоначальная доза химобработки может не помочь. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, РС Хвалык, телекомпания «Новый век». Власти Тувы и автономного района Внутренняя Монголия КНР обсудили ход выполнения и возможности расширения соглашения о межрегиональном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного в 2007 году. Глава республики Шалбан Караул встретился с делегацией. В рамках соглашения особенно успешно складывается сотрудничество в образовательной сфере. В частности, Тувинский государственный университет наладил прямые контакты с такими образовательными учреждениями, как Северо-Восточный педагогический университет, Институт международного образования при Шиньянском политехническом университете и Педагогическим университетом Внутренней Монголии. Автономный район Внутренняя Монголия, напомним, расположен на севере Китая, граничит с Россией и Внешней Монголией. В Кызыле продолжается строительство новых многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. 4 многоквартирных дома появятся на месте, где раньше стояли деревянные бараки, что за остановкой Первомайская в восточном микрорайоне Кызыла. Адреса новых домов – это улица Дружбы, 26, 28, 30 и 32. В общей сложности новоселье отметят 140 семей. По информации Министерства строительства и ЖКХ Республики, 90 квартир в этих домах получат участники программы переселения из аварийного жилого фонда. На приобретение жилья предусмотрено около 135 миллионов рублей. Из них чуть более 10 миллионов рублей из республиканского бюджета и около 124 миллионов федеральных средств. Сейчас ведется кладка наружных стен и перегородок. 2 дома уже выведены до 3-го этажа. После завершения основных работ по возведению рабочие приступят к отделке помещений. И о курсах валют: доллар стоит 58 рублей 97 копеек, а евро 67 рублей 20 копеек. Далее реклама, она пройдет быстро, не переключайтесь. Да, купила духовку, вытяжку, плиту. О, а посуда? А посуда в подарок. С 7 июля в салонах РБТ.ру. При покупке 3 и более единиц встраиваемой техники Electrolux вы получаете набор посуды в подарок. РБТ.ру. Огненная вечеринка «Голос Азии» 8 июля в ресторане «Горыныч». Начало в 9 часов. Врывайся в это лето вместе с «Голосом Азии». Телефон для бронирования 8 923 385 30 49.
Вы смотрите новости. Продолжаем выпуск. Инспекторы ГИБДД встретились с сотрудниками воинской части номер 2061, которая дислоцируется в Кызыле. Дорожные полицейские рассказали об аварийной ситуации в республике, ознакомились с изменениями в законодательстве. Но, пожалуй, главной темой встречи стала безопасность детей на дорогах. Несмотря на то, что аварий с участием несовершеннолетних становится меньше, как показывает статистика ГИБДД, тем не менее в Туве уже в этом году были случаи ДТП с трагическим исходом. Во время летних каникул дети в большинстве случаев предоставлены сами себе, рассказывают инспекторы. Именно поэтому профилактические мероприятия по безопасности на улицах актуальны как никогда. Чтобы еще раз напомнить об этом взрослым, дорожные полицейские встретились с сотрудниками воинской части и их детьми. На встрече затронули вопрос ответственности родителей за жизнь и здоровье их чад. А сегодня мы провели с их детьми профилактическое занятие по обучению устойчивым навыкам безопасного поведения на дороге. Для маленьких участников дорожного движения, детей и офицеров части, были проведены познавательные занятия в игровой форме. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах и культуре безопасного поведения на дороге и провели блиц-викторины. Дети с удовольствием разгадывали кроссворды и загадки по правилам дорожного движения. Я узнала, что надо вести себя хорошо на дороге. Надо слушаться родителей, надо держать их за руку. Надо сначала внимательно смотреть, чтобы остановились машины. И вот так вот идти, держать руку, чтобы они остановились хорошо. И ребята подготовились к встрече с дорожными полицейскими основательно. Нарисовали картинки по безопасности на дороге, а на прощание маленькие участники дорожного движения пообещали не нарушать правила и быть внимательными на улице. Чинчи Самбуга, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Ну а далее новости короткой строкой. 1 июля в Кызылском президентском кадетском училище начались вступительные испытания для кандидатов к зачислению в 2017 году. К вступительным испытаниям в этом году допущены 559 кандидатов. Из них 292 мальчики, поступающие в 5 класс, и 267 девочки, которые продолжат учиться в 8 классе. Вступительные экзамены пройдут до 13 июля. Резервный день для прохождения испытаний – 14 июля. Детей дошкольников теперь будет запрещено оставлять в припаркованных автомобилях, гласит постановление правительства России, опубликованное на сайте Кабмина. Соответствующие поправки внесены в правила дорожного движения. Установлен запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетних лиц, говорится в постановлении. Оргкомитет фестиваля живой музыки и веры Устюхюре, который планировался к проведению с 14 по 17 июля, распространил на своем официальном сайте и в группах в социальных сетях информационное сообщение, в котором предупредил о высоком подъеме воды и рисках в этой ситуации проводить фестиваль. За неделю до начала вступительной кампании более 40 российских вузов подтвердили готовность выделить для поступающих из Тувы бюджетные места по программам целевой подготовки молодых специалистов. Как сообщили в Миноборнауки Тувы, число таких мест на сегодня составляет в общей сложности 542. Однако резерв может и увеличиваться после окончательного утверждения контрольных цифр приема абитуриентов. Центробанк России с сегодняшнего дня выпускает в обращение несколько памятных монет, посвященные чемпионату мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Из 5 монет 4 серебряные достоинством в 3 рубля и 1 выполнена из недрагоценных металлов достоинством в 25 рублей. Последняя монета будет выпускаться в 2 вариантах – в обычном и специальном. Самое время узнать, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Передаю слово Мозе Черепановой. Доброго времени суток! О погоде расскажу вам я, Муза Черепанова. Тучи расступились и солнце вновь пригрело нас. 5 июля в Кызыле днем температура воздуха составит плюс 30, плюс 32 градуса. Вечером и ночью прохладнее, плюс 10, плюс 13. Ожидается переменная облачность без осадков, возможно гроза. Ветер южный 8 метров в секунду. Местами по республике Тыва ожидается усиление юго-восточного ветра до 13-18 метров в секунду. Геомагнитное поле немного неспокойное, давление 702 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Всего вам доброго!
На этом все. Эфир продолжит программа «Патруль». Не пропустите. До свидания. В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Первый месяц летнего сезона на водоемах республики утонуло 3 ребенка. На гору Дагэ строят ступени для подъема. Легендарная тувинская певица в гостях у радио «Голос Азии». Где родился, там и пригодился. Как живут бывшие жители Тувы за Саянами. Напоминаем, с 1 июля тарифы на электроэнергию изменятся. Куда сходить в Красноярске с детьми? А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. И еще много интересной и полезной информации. Если объявление, то Тува ТВ.